Дорога в Галанчожском районе практически вырезана. Теперь с помощью тяжелой техники здесь расчищают и расширяют дорожное полотно на высокогорных участках, после чего начнут укладывать асфальт. По окончании этого этапа дорожных работ начнется основное строительство в Галанчоже. В первую очередь будут восстановлены районный центр и ряд населенных пунктов, в том числе Ялхарой, Пешхой, Нашха, Цечуахки. هين قلنا شو سكري أنا يال أزر يستقبلين حال بخبعي أربعة بيجنش يالنا صحبة أربعة جور شو قش حلالين تريش أو دخول أق هين زين متكش يل نعبوي قص عين بول نعبوي إيش دخول أق تليفون شيء شو يشتى سجت ياش دخ والله حال غيرش مبو متكش ستويش مبو حال بور بولش مبو ده المغلا يشتمدو. Несмотря на трудный и долгий путь, сюда каждый день приезжают люди. После призыва главы республики выходцы из этих мест впервые за долгие годы ступают на землю предков. Дина Батаев – представитель Акинского тейпа. Сам он бывал здесь и раньше. Сегодня с исторической родиной знакомит свою семью и друзей. قيل دونا غشلو يلا دو حمت وتوش كنا بايد يش دونا داورد قدا مولاد. После новости о восстановлении района сюда подтянулись не только туристы, но и предприниматели. Огромные территории пастбищ – лакомный кусочек для скотоводов. Их здесь с каждым днем все больше. Куда ни глянь, можно увидеть пасущийся мелкий и крупный рогатый скот и табуны лошадей. Для фермерства здесь, в Галанчожском районе, просто идеальные условия. Большая разновидность зелени, озера, родники. А что еще нужно для этого дела? Удачно этот сезон начинается и для пчеловодов. На карте Чечни теперь появилось новое место, где можно добывать чистый мед. Кочевые пасеки здесь установили десятки людей, а значит, не за горами тот день, когда чеченский потребитель сможет оценить качество галанчожского меда. Зубайр Исаев, Умар Алиев и Анди Алдамов. Новости.